Спорт и здоровый образ жизни – это, безусловно, важно. И одна из основных задач – обеспечить доступность спортивных объектов, чтобы и ребята, и взрослые, и пожилые люди могли тренироваться в удобное для себя время. В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Демография» были построены 3 физкультурно-оздоровительных комплекса. Комплекс представляет собой футбольное поле с искусственным газоном, легкоатлетическими дорожками с синтетическим покрытием, площадки для волейбола и баскетбола, комплекс уличных тренажеров и трибуны для зрителей. Стоимость строительства составила в Батрицком районе более 19 миллионов рублей, в Цивильске более 20 миллионов рублей, а в Чебоксарах свыше 32 миллионов. Вот только мало построить объекты. Нужно еще обеспечить их полноценное функционирование. Оборудование должно приносить пользу. Именно с этой целью активисты Общероссийского народного фронта Почувальской республики побывали на объектах и прояснили ситуацию. Эта программа у нас не действует. Нужно что-то сделать так, чтобы мы могли бы это дело исправить. А в какой степени, это уже дело Министерства спорта. К примеру, в Чебоксарах территория комплекса обнесена забором, а обе калитки закрыты на висячий замок с цепью. По сути, школа номер 37, на чем балансе находится объект, оградила людей от спортивного оборудования. Это прямо противоречит целям национального проекта «Демография», призванного сделать все, чтобы увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Спортивный городок полностью законсервирован, забором обнесенный, мы не видим там ни одного следа человеческого. Пока школа, наверное, не нуждается, или, наверное, трескучее морозы, как в Якутии у нас, что не выводит детей на уроки физкультуры, потому что вот шаговой доступности площадки, тренажеры есть площадка, можно на лыжах кататься и все что угодно, но детей нет. И, к сожалению, я еще хочу рассказать, что вот федеральные деньги, они используются не очень хорошо. Где-то есть люди, которые хотят заниматься спортом и физкультурой, но у них нет этих возможностей. А мы вот посмотрели 3 объекта сегодня, и на всех мы видим, что ноги человека не присутствуют на этих площадках, и они не используются. И дорогие, хорошие объекты, но они не пользуются успехом у нас. Спортивный объект Тереновая Котякова тоже не используется. Дорогое оборудование ржавеет и портится. Так что эту проблему нужно решить в ближайшее время. Но вот мы видим, что здесь ни следов, ни детей, ни взрослых, никого не видно. Никто не чистит ни футбольное поле для того, чтобы играть на нем круглый год. А это возможно было бы всем желающим, кто хочет вот в погоне за своим здоровьем, нужно как раз и заниматься. Тренажеры тоже стоят под открытым небом. Были и дождь, и ледяной дождь был. И все они новые. И я думаю, то, что будут ржаветь уже с каждым днем быстро и быстро. Его придется все размораживать и потом смазывать, чтобы они работали. В Новом Котяково и раньше была площадка для игры в футбол. А вот при оборудовании нового комплекса местная власть не прислушалась к словам населения. Новая площадка появилась на окраине деревни рядом с картофельными грядками. То есть с жителями села никто не разговаривал. Где вам нужно, что вам нужно? Ну, да, кому где удобно, никто не... Вроде, насколько я знаю, никто волюнтаристским путем решили. Хочу, чтобы было здесь. А почему? Потому что я хочу. А что хотят жители, мне не интересует. Понятно. Перед строительством местным властям обязательно следует обсуждать с населением место размещения, чтобы оно было удобное и легкодоступное для людей. Мы же говорим, если бы министр мог бы... Нам нужно футбольное поле. Вот только футбольное поле, а эти отсечь. А за счет этого сделать там раздевалочки, там то, другое, третье, десятое, чтобы освещение там, или что-то можно было бы. В Цивильске тоже спортивный комплекс появился на окраине города у частного сектора. Все обращения направлены региональным и муниципальным властям. Ведь слова не должны расходиться с делом, и проект должен приносить реальную пользу людям.